Эй! Друзья, всем привет! Сегодня у нас спецвыпуск, но прежде чем он начнется, я хочу сделать маленькое отступление. У каждого в жизни есть выбор. За кого голосовать, какой фильм смотреть, какую музыку слушать. 20 марта в Государственной филармонии пройдет благотворительный концерт в поддержку Ани Кривенко. Я предлагаю сделать правильный выбор и прийти на этот концерт. Главное – это поддержка. Ань, мы с тобой, я там тоже буду, так что все вместе приходим, принимаем участие и верим в лучшее. А лучшее, оно обязательно случится. Ну а мы погнали дальше. У нас крутейший выпуск! Yeah! Представляете, Эктоника сегодня работает на форуме Удмуртия. Заряжает! Девчонки, что пишем? Что-нибудь при... О, так вы с Глазова, да? Да. Брат, что пишешь? А? Что пишешь? Профньюз. Молодец, давай пятерку. Красава. Брат, ты что будешь писать? Пропиарь Инстаграм свой. Давай. Я тебя тоже пропиарю. Давай. У меня 10 тысяч подписчиков, брат. Серьезно, что? Да. Девушка, вы откуда? Вот будет сон. Вы что пишете? Я не стою. Стоп. Да, давай я помогу. Что надо писать? Ты откуда? Медакадемия. Как настроение сегодня? Отлично. Сегодня у нас студенческий форум, который организовал глава Удмуртии Александр Владимирович Плечалов. Студенты всех вузов приезжают сюда. Это будет мероприятие отчасти познавательное, то есть некоторые студенты представят свои проекты. Играет группа Praga Life, играют классные диджеи сегодня, отличная просто музыка будет. Друзья, рад вас всех здесь видеть. Знаете, меня в преддверии форума часто спрашивали, почему выбрали такой слоган «Удмуртия заряжает», и вообще, почему вы так часто используете это словосочетание. Меня действительно каждый день, с чем бы я ни сталкивался, с природой, с людьми, с проектами, меня сегодня заряжало позитивной энергией. Вот отсюда и появился, собственно, этот слоган, хэштег и словосочетание «Удмуртия заряжает». Поэтому я рад вас всех приветствовать на первом студенческом форуме «Удмуртия заряжает». Как тебя зовут? Александр, Сколько тебе лет? мне 16, Где учишься? в 27-й школе города Ижевск. Друзья, если вы не знали, то вот этот самый молодой человек вчера презентовал. Рассказывай, что презентовал. Свой проект «Современный рок», который предназначен для остановки неуправляемого транспорта с минимальными потерями как для людей в автомобиле, так и для людей на остановочном комплексе. Если что-то у вас вдруг случилось с автомобилем, он стал неуправляемым и резко направился в сторону остановочного комплекса, то остановочный комплекс сам как можно безопаснее остановит ваш автомобиль. Друзья, это очень нужный проект, который надо осуществить, надо довести его до конца. И в этом нам поможет Александр Владимирович. Давай, брат, тебе всего самого хорошего. Спасибо. Доведи проект до конца. Спасибо. Ты молодец. Сейчас возьмем эксклюзивное интервью у Юрия Викторовича Федорова. Если кто не знает, он был назначен президентом хоккейного клуба «Исталь». Сейчас встречаем! Здравствуйте еще раз.
вас? Да, Можно пару слов? конечно. Хотел бы узнать, как ваша жизнь поменялась после того, как вы стали президентом клуба «Ишталь»? Ну, она точно не стала проще у меня. Да, гораздо насыщеннее и интереснее, потому что я сам хоккеист, сам играю в хоккей. Опыт есть создания команд, плюс я был одним из инициаторов создания команды в Госсовете, когда работал в Госсовете депутатом. То есть вся жизнь с хоккеем связана? Вся жизнь в хоккее, потому что, ну, не только потому, что это играет президент, это настоящий, любимый мой вид спорта, спорт настоящих мужчин. Круто! А откуда вы знаете про проект «Тектоника»? И что для вас он означает, что он несет? Вы знаете, вы молодцы. Продвижение Удмуртии как регионального бренда и то, что вы делаете, это вообще фантастика. Ваши танцы, ваши песни, вообще вот то, что вы делаете. Я был в Шаркане, смотрел, как вы там выступаете, ну просто был в шоке. Спасибо вам большое. Вы гремите на всю страну, не только на республику. Приглашаю вас 14 Спасибо. июля к нам на очередной ОПНР. Будем рады вас видеть. Спасибо. Лёх, ты где был, брат? Ну где был, да? Братан, ну ты чё? Что случилось, что такое, а? Как? Подписчицы пишут, где Лёха, где Лёха. Мы говорим, не будем больше кто-нибудь смотреть, слушать. Ей-богу, тут я. Где? Никуда не делся. По воскресеньям почему не приходят? Что? Не скажу. Не ходи, я не жду. Пару слов для вас, любимых, от Алексея. Лёш. Ребят, не только для вас. Приду скоро. Павел Геннадьевич, наши подписчики интересуются, кто сейчас выступает на сцене и что это за музыка, откуда она? Спасибо большое, нам больше ничего не надо было. Ты прям огонь! Голос посадила? Да. Молодец! Брат, ты вытянул концерт, красава! Вообще молодец! Тебе надо доплачивать. Честно, я с Эскаром поговорю. Все, брат. У тебя там контроллер стоит? Да. Сегодня мы присутствуем на самом крутом молодежном фестивале «Удмуртия заряжает». Сейчас наш выход, и мы будем жечь и обжигать вместе с ними. Но я попросил бы наших уважаемых земляков немножко приглушить свет, а у вас, ребята, достать телефоны. Все достаем телефоны, включаем наши фонарики и сделаем прям эпичные кадры. Все! Телефоны достаем! Зарядимся вместе! Очень круто! Отсюда вид классный, шикарный! Выше! Все телефоны достаем! И просто начинаем дружно прыгать! Удмуртия заряжает! Студенты заряжают! Итак, ребята, приготовились! Сейчас будем на этой видео! Готовы? 3, 2, давай Друзья, я все еще не могу отойти от этого драйва, позитива, от этого огня, который вчера происходил. Вы бы видели эти глаза. Этот запал. Удмуртия заряжает. Это не только слова, это дело. Также под конец этого влога хотелось бы рассказать еще об одном эксклюзиве. Новый трек, который я написал буквально на днях, подписан Радио Рекорд и будет называться «Яратон». Вот так вот мы продвигаем удмуртское. Увидимся через неделю! Хе-хей! Удмуртская филармония представляет «Добрый концерт». 20 марта благотворительный концерт эстрадного ансамбля «Шулдержик». В программе Анна Плотникова, театр танца «Павлин», ансамбль классического танца «Золушка» и самые любимые артисты филармонии. Приходите на концерт и давайте помогать детям вместе. Начало в 19:00. Билеты в кассе филармонии при поддержке медиагруппы «Центр» 6+.